на повестке будет всегда, но 2021 год – продолжение борьбы с пандемией, поэтому на это обращаю большое внимание, ну и этого всем нам желаю. Насколько я понимаю, новогодние праздники с точки зрения обеспечения безопасности и с точки зрения работы системы здравоохранения прошли у нас нормально. Сейчас мы в том числе об этом поговорим. Год, банальную фразу скажу, но будет сложный. У нас каждый год сложный, каждый год в формате антикризисного. Но понятно, что мы уже об этом говорили, разница между доходами и расходами, она достигла такого исторического максимума. Если 2020 год мы заходили с перспективами сократить эту разницу до исторического минимума, то получилось ровно наоборот. Но очевидно, что и президент страны, и правительство готовы поддержать республику. И в этой связи все планы, намеченные на 2021 год и последующие годы в рамках реализации национальных проектов, они подтверждаются. Мало того, у нас с вами очень амбициозно не на бумаге, не в социальных сетях, не на страницах газет, а реально в дорогах, в коммуникациях, в поддержке, это в первую очередь бизнеса. Поэтому год сложный, но тем, собственно, и интересней. Он потребует максимальной мобилизации усилий всех. У нас по-прежнему стоит задача административной реформы. И я рад, что все главы районов и главы городов эту задачу понимают очень четко и готовы в течение года основные моменты решить. Давайте начнем. Традиционно об оперативной обстановке в сфере обеспечения общественной безопасности. Заместитель министра внутренних дел по Удмуртской республике Мальцев Олег Валерьевич. Пожалуйста. Доброе утро, уважаемый Александр Владимирович. По оперативным данным с 1 по 9 января правоохранительными органами республики зарегистрировано 143 преступления. Из них 32 категории тяжких, особо тяжких, в том числе 4 факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Из них 1 со смертельным исходом, 3 грабежа, 14 краж денежных средств с банковских счетов граждан. Раскрыто 51 преступление, в
Проведение новогодних рождественских мероприятий, пожары, происшествий не допущено. 6-7 января 2021 года для обеспечения безопасности на 129 объектах привлекалась группировка сил Удмуртской территориальной подсистемы РСЧС в количестве 387 человек, 129 единиц техники. За истекший период произошло 46 техногенных пожаров, погиб 1 человек, травмировано 3 человека, спасены 4 человека. Более 30% пожаров произошли в жилых и садовых домах. При этом ни одно жилое помещение не оборудовано автономными дымовыми извещателями, в том числе, где погиб 1 человек. Причины возникновения пожара представлены на слайде. На контроле Главного управления находилось 10 социально значимых событий, 8 связано с нарушением холодного водоснабжения, Камбарский район, Ярский, Сарапул, Селкинский район, Малобургинский район, Кесский район, Завьяловский район и 2 техногенных пожара в двухквартирном доме в деревне Малая Ича Евшубодинского района, где в результате пожара огнем уничтожены надворные постройки и кровля крыши двухквартирного дома. Причина пожара – недостаток конструкции электрооборудования в гараже. Второе событие – утечка газа на 147 километре магистрального газопровода Пермь-Казань. Своевременное реагирование силами и средствами Чайковского газопроводного управления и Воткинского района ЕДДС устранено мероприятие и газопровод работает в штатном режиме. Пожаро-спасательные подразделения привлекались на дорожно-транспортные происшествия 74 раза, спасены 8 человек, в том числе деблокированы живыми 1 человек, оказана помощь 43 гражданам. По данным станции скорой помощи Министерства здравоохранения, в результате нарушения правил применения пиротехники произошло 8 случаев, все с различными степенями травмирования граждан, в том числе и переребенка. На водных объектах республики одно происшествие в Каракулинском районе, выезд рыбаков на территорию республики Башкортостан, и из-под льда достали снегоход, рыбаки не пострадали. Всех рыбаков предупреждаем, что на территории водных объектов есть промоины и проталины, запрещено выходить на лед с транспортным средством. У нас ежегодно выходят рыбаки и нарушают сами себе и спокойствие, и в прошлом году у нас даже гибель была 3 рыбаков. На водных объектах происшествий не допущено. Подготовлено 19 мест для массового выхода на лед, где контролируются спасательные службы и ГИМС. На данных объектах на реке Карапул, поселок Бород, грузоподъемностью до 6 тонн. Обращаю внимание ответственным должностным лицам органам местного самоуправления и организаторам мест массового купания в христианский праздник Крещения Господня о соблюдении мер безопасности и при проведении, Александр Владимирович, не допустить, с вашего разрешения, максимального количества нахождения людей на данном мероприятии. Мы совместно с МВД, Министерством здравоохранения и спасательной службой окажем всяческую необходимую помощь для проведения данного мероприятия. В соответствии с распоряжением правительства от 22 июля органам местного самоуправления предлагалось в 2020 году разработать, согласовать, утвердить планы приведения гражданской обороны, а также соответствующие планы гражданской обороны защиты населения до 25 декабря. Общий процент готовности плана приведения составляет в республике 77%. На сегодняшний день планы гражданской обороны защиты населения не разработаны в 7 муниципальных образованиях. Город Ижевск, Глазов, Глазовский район, Граховский, Еврейский, Каракулевский и Евшурбодинский районы. Согласованы только 2 плана. Воткинский район и Сарапульский район. В текущем году будет проводиться тренировка по гражданской обороне по новым планирующим документам. Поэтому всем главам районов, городов, имеющие планы свои и службы, все, которые у нас перечислены на слайде, даже предстоит на согласование до 20 января. Службы представляют, это все почти Министерство Удмуртской Республики, планы обеспечения мероприятий гражданской обороны. Также, Александр Владимирович, план гражданской обороны Удмуртской Республики также не представлен пока в полном объеме Комитетом по делам ГО ЧС Удмуртской Республики. Я думаю, что до 20 января все замечания, которые я довел, и правительство, и довел до комитета, выполнят, а министерство все представят до 20 числа. Федеральные органы исполнительной власти выполнили данную задачу на 90%, за что им благодарность.
ну и некоторые еще устраняют замечания. На сегодняшний день все мероприятия, созданные по проведению в жизнь нового плана гражданской обороны, все условия созданы, Александр Владимирович, благодаря вашей поддержке и правительству и Государственному Совету Удмуртской Республики. Средства выделены за исключением на увеличение заработной платы пожарных и спасателей Удмуртской Республики. Приоритетной задачей 2021 года является выполнение стратегии в области развития гражданской обороны до 30 года. В год села не допустить крупных пожаров в сельхозпредприятиях и в сельской местности, в основном жилье. И завершить 2021 год установкой извещателя каждому гражданину в своем жилье. У каждого гражданина и у каждой семьи уже по 2-3 сотовых телефона, а извещатель стоит от 200 до 500 рублей. Поэтому граждане, я думаю, услышат сегодня и в 2021 году все поставят извещатели для того, чтобы не допустить в селе и в жилье пожаров. Доклад закончил. Силы и средства готовы выполнять поставленные вами задачи. Спасибо за внимание. Петр Матвеевич, также и вас, и личный состав хочу поблагодарить за работу в новогодние праздники, но хотел бы обратить внимание на тех, коллеги, всех, особенно главы районов и городов, всех это касается, о тех изменениях, которые у нас действуют в вопросах противопожарной безопасности с 1 января этого года. Я напомню, Петр Матвеевич, нам это нужно работу тоже включить до Сергей Витальевич Смирнов, Александр Валов, доведение информации до жителей. Это очень важно. Послушайте, жителям многоквартирных домов теперь, вы знаете, запрещено хранить личные вещи на чердаках и цокольных этажах. Также запрещено оставлять без присмотра на балконах и лоджиях свечи и непотушенные сигареты. Владельцы газовых плит должны проводить их техобслуживание. Решетки на окнах подвалов должны открываться. Там штрафы большие от 2 до 5 тысяч. И вот очень важно, на территории частных домов запрещено сжигать костры. Коллеги, и мы понимаем, что существенная часть пожаров, особенно в индивидуальном жилье, она, собственно, про это. Обратите внимание, эти нововведения, это с 1 января 2021 года. Петр Матвеевич, если я не прав, поправьте. Мы эти правила уже доводили и в сентябре, и в октябре. Они изданы были еще в июле месяце, и в октябре. Новые правила вступают также по надзору на объектах школьных, дошкольных и потенциально опасных объектов, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации в октябре 2020 года. К сожалению, мы и впредь, и сейчас, и в будущем будем не наказывать, Александр Владимирович, а предупреждать и профилактировать, вызывать глав районов на административные комиссии и выписывать предупреждения. Петр Матвеевич, но это не к сожалению, Петр Матвеевич, это не к сожалению, это правильно. Наказать-то всегда успеем. Профилактика, мы поэтому и проводим, в том числе совещания, и об этом публично говорим. У нас аппаратное совещание проводится в режиме онлайн. Поэтому я хотел еще раз напомнить те изменения в противопожарной безопасности, которые вступают с 1 января, соответствующие выводы сделайте, пожалуйста. И еще раз обращаю внимание, Сергей Витальевич, вместе с Петром Матвеевичем отработайте это по информационному сопровождению. Однозначно вам могу сказать, однозначно, недостаточно этого. Я провел, был у семьи, у мамы, в частности, в Краснодарском крае, в Краснодаре. Она живет за городом, значит, там в садовом товариществе. Я провел такой опрос среди соседей. Знают они, потому что на Кубани это очень большая проблема. Сжигают, знают, никто не знал о том, что сжигать теперь мусор и костры разводить на территории нельзя. Представляете? Поэтому обратите на это внимание. Петр Матвеевич, еще раз спасибо. Понятие, тоже мы с вами утвердили правила для административных комиссий республики, и уже у нас на территории редко сжигают, но есть случаи, сразу предупреждают жителей и сообщают пожарную охрану. Также у нас большая работа с вами проведена уже по внесению административных комиссиях новых правил, которые сегодня, вы сказали, они будут внесены в административные комиссии муниципальных образований. В ближайшее время они внесены будут, так как закон вступил в силу,
и главы городов и районов будут применять эту практику, потому что инспекторы на каждый участок, а у нас 19 тысяч 72 населенных пункта, которых мы не можем поставить инспекторов, а граждане методом информирования через 112, через ЕДДС будут это с нами вместе работать. Спасибо, будем работать. Спасибо, Петр Матвеевич. Коллеги, буквально на совещании перед Новым годом я ставил задачу председателю правительства и контролю за ценами. Вы знаете, что этот вопрос, он не односложный, только касается ситуации в Удмуртии, а вообще в стране. Тем не менее, прошу Лошкарева, министра промышленности и торговли. Уважаемые коллеги, добрый день. Будьте добры, презентацию. Спасибо. Уважаемые коллеги, Координационный совет по контролю цен на потребительском рынке республики, созданный по поручению главы Удмуртии Александра Владимировича Бричалова, продолжает работу. Напомню, он был создан в день, когда президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обратил внимание на недопустимость роста цен на товары первой необходимости. Цель Совета – еженедельно сверять поступающую из разных источников информацию по росту цен и принимать оперативные меры по пресечению фактов необоснованного роста. Напомню, в состав Совета входят представители Минпромторга Удмуртии, профильных министерств, прокуратуры, УФАС по Удмуртской республике, Удмуртстата, торговых сетей «Магнит», X5 Ритейл, Удмуртпотребсоюза, ОНФ и партии «Единая Россия». За последнюю неделю декабря зафиксировано снижение цен на некоторые группы товаров, по данным Удмуртстата, представленных на слайде. Будьте добры, следующий слайд. По данным АРМ мониторинга, проводимого в ежедневном режиме по состоянию на 10 января 2021 года, зафиксированы следующие цены на сахар, песок и растительное масло. Минимальная цена на сахарный песок в сетевой рознице 44,90, в несетевой 48,90. Минимальная цена на масло подсолнечное в сетевой рознице 90 рублей 40 копеек, в несетевой рознице 106 рублей 20 копеек. В первую неделю января мониторинг цен продовольственных товаров торговых объектов продолжился. Отмечено, что цены сохраняются на прежнем уровне, роста не наблюдается. Будьте добры, следующий слайд. Безусловно, большую роль в этом сыграла слаженная работа всех министерств, ведомств и общественных организаций по контролю цен. Особое влияние оказало присоединение торговых объектов к соглашению о стабилизации цен на сахар, песок и масло растительное. Эту работу в декабре активно проводил Минпромторг. Общий охват предприятий торговли, подписавших соглашение, составил 65%. Это 2235 объектов торговли. Соглашение, напомню, подписано между Минпромторгом России, Минсельхозом России и хозяйствующими субъектами, ассоциациями и союзами производителей. Они предполагают фиксацию верхних пределов розничных цен на сахар, песок 46 рублей за килограмм и подсолнечное масло 110 рублей за литр с 1 января до 1 апреля 2021 года. Кроме этого, благодаря совместной работе Минпромторга, УФАС по Удмуртии, прокуратуры удалось добиться снижения цен на куриное яйцо на 9-12%. Так, например, стоимость десятка яиц первой категории снизилась с 90 рублей до 82-79 рублей. Будьте добры, следующий слайд. На горячую линию Минпромторга поступило 48 звонков. Из них 45 по вопросу роста цен на яйцо куриное, сахар, масло, печенье, сыр и в целом по ценовой ситуации. На горячую линию партийного проекта «Единая Россия» и «Народный контроль» поступило 23 звонка. 17 по вопросу роста цен, 6 по общим вопросам. В социальные сети ОНФ всего поступило более 10 сообщений от граждан. Кроме того, членами регионального штаба и активистами ОНФ было проведено 15 контрольных рейдов в городах Ижевск, Воткинск, Глазов, Можгав, Завьяловском, Малопургинском и Ярском районах. Всего было проверено 135 как сетевых магазинов, так и магазинов у дома. Все выявленные завышения цен передавались активистами в Минпромторг. Проверки показали, что цены в федеральных сетях соответствуют установленным требованиям правительства. Вместе с тем, в декабре отмечались единичные ситуации с завышением цен в небольших магазинах с небольшими объемом продаж и в отдельных территориях. Повторные проверки в магазинах, где было выявлено завышение цен, показали, что замечания были устранены. В целом, в последнее время в связи с стабилизацией ситуации отмечен спад звонков на горячей линии. Горячая линия Минпромторга работала в праздничные и выходные дни. Все поступившие сигналы отработаны.
Уважаемые коллеги, на территории Удмуртской республики возможность приобрести товары по ценам ниже установленных соглашениями обеспечена. Спасибо большое за внимание. Виктор Александрович, спасибо, но мы должны понимать, что результаты после 1 января, да, это, ну, имеют и снижение цен, имеет понятное обоснование. То есть все потратились до Нового года, но у нас, мы же долго празднуем, впереди еще старый Новый год, поэтому продолжайте работу в этом направлении. И каждая команда, кто готовит аппаратное совещание, на каждом аппаратном совещании этот вопрос обязательно включать в повестку. Коллеги, по этому вопросу, может быть, у коллег и у правоохранительных органов есть, у Федеральной антимонопольной службы вопросы, замечания. Хорошо. Теперь о ситуации с коронавирусной инфекцией. Щербак Георгий Олегович, министр здравоохранения, пожалуйста, коротко доложите. Доброе утро, Александр Владимирович, участники совещания. По состоянию на утро 11 января в республике зарегистрировано 22 111 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции. Суточный прирост составил 189 случаев. Выздоровевших на сегодняшний день 18 267 с подтвержденной коронавирусной инфекцией. На стационарном лечении в перепрофилированных учреждениях находится 1533 пациента, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией 794 человека. Из них 50 в удовлетворительном состоянии, 592 пациента средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 152 пациента, из них 19 на аппаратах искусственной вентиляции легких. Следующий слайд, пожалуйста. По организации медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией у нас по состоянию на вчерашнее число в республике находилось на амбулаторном наблюдении 3584 человека, из них 7832 выдано 7832 комплектов препаратов для амбулаторных пациентов за все время медицинского наблюдения. Следующий слайд, пожалуйста. На территории продолжается тестирование на новую коронавирусную инфекцию с учетом постановления главного санитарного врача, с теми изменениями, которые были внесены. Кроме того, Министерство здравоохранения Удмуртии дополнительно расширит перечень категорий лиц, подлежащих обследованию, добавлены категории лиц, имеющие признаки ОРВИ, не исключающие наличие новой коронавирусной инфекции, независимо от возраста, а также работники образования, непосредственно работающие в детских коллективах при появлении симптомов, не исключающих COVID-19. Следующий слайд, пожалуйста. На территории продолжается вакцинация медицинских работников от коронавирусной инфекции. Получено республикой 2742 дозы. На сегодняшний день 722 человека получили, значит, вакцинацию, первую аппликацию, из них вторую аппликацию уже получено 76 человек. Нету никаких на сегодняшний день зарегистрированных последствий введения вакцины пациентам. Доклад окончил, готов ответить на вопросы. Да, я знаю, что у нас сбои очередные с КТ, с компьютерными томографами, при этом мы делаем все для того, чтобы дополнительные мощности ввести. И, насколько я понимаю, Георгий Олегович, речь идет о Сарапуле. В Сарапуле снова сломался КТ или уже починили? К сожалению, в Сарапуле 6 января сломался КТ, специалист приедет по ремонту 13 числа. Также у нас остановился аппарат КТ в городе Воткинской городской больнице. Ускорьте работы по подготовке помещения и установке дополнительных компьютерных томографов. В Сарапуле должен быть второй, насколько я помню, в Воткинске. И сегодня мне план, график представьте. Соответственно, всех пациентов тогда переводить в Ижевск. У нас коечных фондов достаточно и с кислородом, и без кислорода. Это как мы и договаривались с вами перед Новым годом. Соответственно, не надо там ожидать 5, 7, тем более 10 дней амбулаторного лечения. Если группа риска 65+, если хронические заболевания, лучше сразу положить. У нас небольшое есть. И хорошо, что у нас выздоровевших больше, чем заболевших.
Да, и еще, Георгий Олегович, по стационарам лекарственного обеспечения и по лекарственному обеспечению для амбулаторных больных. У нас запасы есть? Есть какие-то риски, что проблемы возникнут? На сегодняшний день запаса лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты достаточно, рисков на сегодняшний день нет. Да, я прошу заместителя председателя правительства Эльвиру Зинуровну Пинчук на контроле постоянном. У нас уже была ситуация, которую мы, слава богу, оперативно решили по лекарственному обеспечению. Вот в горизонте 2 недели это вот минимальная такая планка, которая должна поддерживаться однозначно. Ну и на ближайшем совещании по здравоохранению я хочу еще раз понять очень четко перспективу установки дополнительных компьютерных томографов и принять скорректированные графики. Хорошо. Георгий Олегович, спасибо. Я знаю, в каком режиме работали наши врачи, наш медперсонал, особенно ковидные центры, новогодние праздники. Поэтому хочу поблагодарить. Действительно, не только ситуации, связанных с ковидом, а и традиционная, так сказать, обстановка, связанная с травмами и так далее, в принципе, прошла на хорошем уровне, и команда хорошо отработала. Да, спасибо. 11 января у нас День заповедников и национальных парков. Денис Николаевич Удалов, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Александр Владимирович, уважаемые коллеги. Можно включить презентацию? К особо охраняемым природным территориям относятся водные объекты, запрещена либо ограничена хозяйственная деятельность. Цель данного запрета является сохранение естественной экологической системы ландшафтного и биологического разнообразия, в том числе редких и исчезающих видов растений и животных. Сохранение естественной природы является основным устойчивости развития территорий. Устойчивость окружающей среды, поддержанная ООПТ, способствует воспроизводству природных ресурсов, обеспечивает стабильность экономики и повышает инвестиционную привлекательность территории, улучшает качество жизни человека. ООПТ выступает в роли буфера, предотвращающего негативное воздействие на окружающую среду и не допускает ее деградацию. Это обеспечивается благодаря стабильности, способности экологической системы к поглощению вредных выбросов и очистке самой экологической системы в результате негативного воздействия человека. Можно следующий слайд? Необходимость сохранения особо ценных и важных для общества природных элементов всегда стояла перед человеком. Прообразом сети ООПТ считается священные рощи финно-угорских народов, охраняемых на протяжении многих веков. В период царствования Петра I в России стали появляться заповедные леса, так называемые корабельные рощи. Каждое дерево в таких рощах рубилось только по специальному разрешению властей. В 1916 году был учрежден первый в России государственный заказник Баргузинский. Позднее, когда значение заповедника стало понятно, это повлияло, конечно же, на сохранение уникальной для сибирских лесов соболя, а также уникальной природы северо-восточного побережья Байкала. С тех пор развитие сети ООПТ шло по нарастающей. Само понятие особо охраняемая природная территория сформировалось в 70-е и 80-е годы 20-го законодательства лишь в 1992 году. Можно следующий слайд? В Удмуртской республике сеть ООПТ начала формироваться в 60-е годы в значительной степени стихийно, при широком участии различных государственных учреждений, общественных организаций, ученых-краеведов. Общая численность ООПТ в республике была сформирована в 80-е и 90-е годы. В настоящее время общий фонд ООПТ составляет 133 ООПТ общей площадью 396 тысяч гектар, в том числе один федеральный заказник, это национальный парк Нечкинский,
127 ОПТ регионального значения, 2 природных парка, 13 государственных природных заказника, 111 памятников природы, 1 ботанический сад, 5 ОПТ местного значения. Значительную долю площади из числа ОПТ регионального значения составляют государственные природные заказники общей площадью 322 тысячи гектар. В 2020 году на территории города Ижевска создан памятник природы регионального значения урочище Позельмское общей площадью 42 гектара. Сведения о границах ОПТ внесены в Государственный реестр недвижимости. Можно следующий слайд. Доля площади ОПТ в Удмуртской республике занимает 9,4%. По данному показателю республика занимает одно из лидирующих мест среди всех регионов Приволжского федерального округа. Можно следующий слайд. 1 июля 2020 года в республике создана дирекция особо охраняемых природных территорий Удмуртской республики путем объединения 3 бюджетных учреждений. Это природный парк Узбейский, природный парк Шакан и Удмуртский ботанический сад. Основная функция дирекции – управление, обеспечение охраны, экологическое просвещение и развитие экологического туризма на территории региональных ОПТ. В результате народного голосования в рамках проекта ДАУ территория Удмуртского ботанического сада вошла в топ-100 достопримечательностей республики, что в значительной мере повлияло на посещение данной территории. Можно следующий слайд. Министерством природных ресурсов при участии ученых Удмуртского государственного университета проводится работа по инвентаризации всех ранее созданных ОПТ и изучения состояния растений и животных. По результатам работы учеными даются рекомендации по развитию сети ОПТ регионального значения. Развитие сети ОПТ, сохранение и воспроизводство биологического разнообразия должны стать приоритетным элементом экологической политики Удмуртской республики как необходимое условие для поддержания экологического развития и обеспечения экологической безопасности. Спасибо за внимание. Денис Николаевич, спасибо. Это, конечно, с одной стороны хорошо, что у нас таких охраняемых территорий такой объем, такой процент, значит, от всей территории. Но с другой стороны, мы уже говорили об этом и в 2017-2018 году. Но есть очевидные перегибы в этом вопросе, поэтому нам с новым министром необходимо однозначно этот вопрос решать. Какие территории действительно должны сохранить статус, это нужно развивать, а какие территории, ну, собственно, с точки зрения экономики нужно использовать более активно. Хорошо, коллеги, будем завершать. И я хочу напомнить вам о тех основных изменениях, которые произошли у нас в законодательстве с 1 января. Они существенные, особенно касающиеся экономики. Владимира Петровича Невостроева попрошу, соответственно, вместе с командой, с правительством, с нашими коллегами из прокуратуры, в частности, отработать очень качественно всю эту повестку, потому что некоторые нормативы, некоторые законы необходимо, собственно, адаптировать на уровне республики, соответствующие нормативные акты принимать. Поэтому, пожалуйста, здесь давайте с 1 января вступают поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе. Там есть, собственно, и права, и обязанности как и работников, так и работодателей. Прошу внимательно всех это изучить. Также с 1 января минимальный размер оплаты труда составит 12 792 рубля. Значит, он превышает прожиточный минимум трудоспособного населения. У нас МРОТ является некой отправной точкой с точки зрения расчетов различных платежей, поэтому это тоже нужно обязательно учитывать. С 1 января страховые пенсии будут проиндексированы на 6,3%. Тоже очень важно. Материнский капитал проиндексирован на 3, коллеги. С 1 января можно будет использовать мат-капитал на первоначальный взнос по сельской ипотеке. Если учесть, что у нас республиканская мера действует поддержки так называемой рождаемости, 3-й ребенок и последующие 250 тысяч,
то мы понимаем, что это очень-очень для особенно многодетных семей очень серьезное подспорье для того, чтобы действительно улучшить свои жилищные условия. Это также прошу Сергея Витальевича Смирнова, Александра Валова, Ольгу Абрамову качественно отработать с точки зрения информационного сопровождения. Ну и, естественно, главам районов тоже на это обратить внимание. В 2021 году расширится список торговых сайтов, агрегаторов, обязанных принимать к оплате карты национальной системы платежных карт МИР. Налоги. С 1 января перестанет действовать плоская шкала НДФЛ, вы знаете, граждане с доходом более 5 миллионов рублей в год, там 416 тысяч рублей в месяц будут платить 15%, а не 13%. Соответственно, вы знаете преимущественно, для чего эта мера была с точки зрения изменения налогообложения физических лиц, для того, чтобы, собственно, наполнить в том числе фонд «Круг добра». Деньги преимущественно пойдут на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Это примерно в 2021 году около 60 миллиардов рублей. Кто вчера видел итоговый выпуск «Вестей», был подробный материал. Считаю, что это, конечно, очень значимое решение, очень важное. Дети не только с орфанными заболеваниями, но и с другими тяжелыми заболеваниями в Удмуртии также испытывают серьезные проблемы. Есть лекарства, которые стоят там ампула миллион. Поэтому тоже очень важный этот момент, но при этом надо понимать, с чего будет браться налог, то есть там по поводу недвижимости. С 1 января появится налог на вклады более 1 миллиона рублей. Ставка составит 13%, а облагаться налогом будут проценты, а не сама сумма вклада. Но, соответственно, меры не распространяются на процентные доходы, полученные в 2020 году. С 2021 года будут применяться новые правила перерасчета имущественных налогов физических лиц. Например, перерасчет будет производиться, если у гражданина возникла льгота, которая не была учтена при начислении налога. Ну и так далее. Тоже на это внимание обратите. Виктору Лошкареву с бизнес-сообществами, я уверен, что мы эту работу провели. Константин Сунцов. С 1 января вводится обязательная маркировка товаров легкой промышленности. Собственно, новый закон обязывает, обратите внимание, продавцов также промаркировать нереализованные на 1 января остатки. У бизнеса есть на это время до февраля 2021 года. Коллеги, также хочу попросить всех руководителей правоохранительных органов вместе с экономическим блоком отработать этот вопрос. Дальше. У нас с 1 января в силу вступит новая редакция правил оказания услуг общественного питания. Константин Сунцов также с бизнес-сообществами надо этот вопрос отработать. Если нужно, какие-то вебинары провести и так далее. У нас с 1 января заработают новые правила для ПНИ, психоневрологических интернатов. В частности, пациентов обязаны будут размещать по 2-3 человека в помещениях квартирного типа, ну и так далее. То есть, Татьяна Юрьевна, уверен, что мы к этим изменениям готовы. Про противопожарную безопасность я уже говорил. Ну и, конечно же, серьезные изменения касаются бизнеса и в плюс, и просто изменения. С 1 января 2021 года IT-компании получат льготы по налогу на прибыль и страховым взносам. Страховые взносы снизятся в совокупном размере до 7,6%. А налог на прибыль до 3%. С 1 января, то, что касается непосредственно, в том числе Удмуртии, с 1 января вступают в силу поправки в налоговый кодекс, отменяющие льготы по НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, для выработанных месторождений и сверхвязкой нефти, а также корректирующие параметры НДД, налога на дополнительный доход. Мы
обсуждали активно это и с предпринимателями нашими, с крупнейшими компаниями и с Государственной Думой. Ну вот, соответственно, Минфин пояснил, собственно, такое решение необходимостью восполнить выпадающие доходы бюджета. Ну и другие были объяснения, но Анатолий Иванович Строков мы с вами проработали. У нас предполагается, что эти изменения коснутся нашего бюджета более чем на 1 миллиард рублей с точки зрения недополучения доходов. Ну и, соответственно, у нас после аппаратного совещания будет совещание по бюджету. Нам необходимо это четко очень сформулировать перед правительством, значит, Российской Федерации. Ну и прошу Константина Сунцова подготовиться в ближайшее оставшееся время до 1 февраля, доложить по ситуации с НВД. Вы знаете, с 1 января система уплаты изменена, и времени было предостаточно, но то, что мы, значит, Николая Горюнова услышали в докладе перед Новым годом, вызывало тревогу с точки зрения готовности предприятий к изменениям. Поэтому, Константин Андреевич, прошу еще раз внимательно с бизнес-сообществами отработать этот вопрос. Коллеги, вот такие достаточно значимые изменения. Еще раз напомню, Владимир Петрович, у нас есть время. Я уверен, что вы эту работу проводите, чтобы соответствующие изменения ввести в законодательство закона Удмуртской Республики. Коллеги, будем завершать о, собственно, важном. Несмотря, еще раз, то, с чего начал, повторюсь, что несмотря на то, что разница между доходами и расходами, она велика, планы по национальным проектам, это ключевое направление нашей работы совместно с правительством Российской Федерации, они в полной мере подтверждены. У нас почти 10 миллиардов рублей – это средства, которые будут выделены из федерального бюджета. Сейчас мы доподписываем, завершаем подписание соглашений, и в ближайшие дни будет уточнена сумма. Вместе с небюджетом и с бюджетом Удмуртской Республики на национальные проекты уйдет чуть больше 17 миллиардов рублей. У нас в 2021 году, ну, я не побоюсь этого слова, огромные задачи и важнейшие задачи в сфере строительства, ремонта, реконструкции. Значимые республиканские объекты мы завершаем, такие как Национальная библиотека Удмуртской Республики. Нам надо вводить в эксплуатацию фельдшерские, акушерские пункты. Напомню, это была сверхзадача. 88 ФАПов. Мы осознанно шли на риск того, что можем не успеть до 30 сделать. Я к руководителям правоохранительных органов обращаюсь, мы с вами отдельное совещание по этим вопросам проведем. Но тем не менее и ФАПы, и детские сады, и школы должны быть построены. И в 2021 году то, что у нас по плану идет, нам необходимо будет вводить в эксплуатацию. Ну, в общем, вызовы по-прежнему очень большие, очень серьезные, но скажу так, что несмотря ни на что, и в 2020 году мы с основными задачами справились. Поэтому всем хочу пожелать, в первую очередь, обращаюсь к команде, время тает на глазах, время на раскачку нет. У нас с вами большой образовательный блок, связанный с национальным проектом «Цифровая экономика», с цифровой трансформацией. Надо включаться уже прямо сейчас. Много предстоит сделать. Опыт показывает, что мы с самыми сложными задачами справляемся. Поэтому всем желаю продуктивного рабочего года. Следующее совещание будет